«Молчаливое поколение» – сборник свидетельств детей и внуков, репрессированных в период с 1937 по 1956, основанный на устных рассказах и воспоминаниях. Все эти свидетельства Саида Возба собирала с 2019 года. Заняться этой темой кандидат исторических наук, доцент АГУ, решила после того, как прочла «Не могу забыть» Адиле Аббас-Оглы. Я не могла поверить, что женщина может перенести ад на земле. И тогда вот я загорелась, наверное, это была моя юношеская мечта встретиться с Адиле Шахбасовной, она у меня сбылась, когда я уже, будучи научным сотрудником института, смогла встретиться с ней и записать. Пообщавшись с ней, я для себя точно решила, что я буду продолжать записывать воспоминания репрессированных, детей репрессированных. Но это был тот период, когда, к сожалению, осталось не так много репрессированных. И одно дело прочесть это в книге, а другое дело услышать на самом деле человека, который пережил этот ад, и человек, который пережил и ссылку, и доносы, и тюрьму, и войну отечественную, и потерю близких, родных людей. Невозможно этого представить, как может пережить женщина такое, да? И вот после общения с Адиле Шахбасовной я стала записывать воспоминания. Находить людей было очень сложно, потому что осталось не так много, как я повторяюсь. И собирала воспоминания. Мне все беседы давались очень сложно, потому что это трагедия, это исповеди людей об их боли. Это практически всех детей и самих репрессированных, кого записывала, у них было долгое время клеймо «враг народа». И вот представьте, они с этим жили, многие ушли на тот свет, с этой мыслью, что они враги народа. Посыл мой как автора, это мы должны знать историю свою, мы не должны забывать. Это самая трагичная страница в истории нашей страны. Есть люди, живые люди, которые это пережили. Есть люди, сегодня такой век, когда многие не читают, но если не читаем, тогда надо, наверное, к старшему обратиться, к старшему поколению, к дедушкам, к бабушкам, подойти и спросить, а что это такое репрессии? Репрессии – это прежде всего уничтожение морали, принципов всего. И для меня самое главное было, чтобы люди, прочитая эту книгу, они понимали, что возвращаться в это нельзя. Масштабные аресты в Абхазии начались в июле 1937 года, вскоре после убийства государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба. В течение чуть больше, чем 1 года в Абхазии арестовали 2186 человек, 748 расстреляли. Бесследно исчезли в тюрьмах 377 человек. Вы знаете, репрессивная политика по отношению к Абхазии, вообще репрессии, датом их начала считается день гибели Нестора Лакоба. Фактически Нестор Лакоба стал первой жертвой репрессивной политики Грузии по отношению к Абхазии. И вот это является ответом на вопрос о роли Нестора Лакоба в истории Абхазии. Почему он стал первой жертвой? Потому что он мешал этой политике. И это, наверное, является одним из главных ответов на тем нашим историкам и неисторикам, которые иногда очень любят переписывать или проводить переоценку ценностей. Переписывать историю, тем более свою, нельзя. Ибо если ты перепишешь историю, ты будешь жить не по своей истории. Если ты будешь не свою историю воспринимать как свою, это получится как игра в какую-то игру по чужим правилам. И, как правило, это до добра не доводит. Поэтому к истории надо относиться ответственно. И поэтому я очень благодарен Саиде Возба. Кстати, она выглядит чуть-чуть грозно, но она очень скромный человек, очень переживает всегда, тем более, когда что-то делает, а тем более, когда люди собираются по поводу того, что она сделала. Заслуженный врач республики Анатолий Пилия не раз рассказывал журналистам, что профессию выбрал, исходя из заветов отца. Тот был репрессирован, 10 лет провел в дальних гарнизонах. Сын считает, что, возможно, там он имел отношение к медицине и потому рекомендовал именно ее своим детям. Я помню период, когда я 30 лет в армии прослужил, в советской армии.
когда разговор завели о призыве на военную службу, я по наивности говорю, у меня отец репрессирован был, могу ли я служить в советской армии? Они говорят, отец ваш ни при чем, вы тут ни при чем. И пойдете служить. И прослужил я 30 лет. Я держал эту книгу, мне подарили один экземпляр. Там и о нашей семье есть много информации. Да. Тут даже фотография. Моя с мамой. Спасибо, девочки, вам большое за то, что вы восстановили эту память с доброй душой, на добрую память на долгие годы для всех жителей Абхазии. Дай Бог, чтобы мы не переживали то, что мы даже заочно, очно переживаем. Вот сейчас уже не говоря о том, что мы перенесли в жизни на протяжении определенного отрезка времени. Историю депортации абхазских греков рассказал Николай Пимениди. По приказу Иосифа Сталина более 30 тысяч греков депортировали из Абхазии в Казахстан с 12 по 14 июня 1949 года. 11-летний Николай Пимениди проснулся 14 июня 1949 от плача младшей сестры. Небольшое село Петровское, расположенное примерно в 15 километрах от столицы, заполонили люди в военной форме. Они заходили в дома мирно спящих, ничего не подозревающих людей и под дулами ружей выводили их на улицы. Это были сотрудники НКВД. То же самое происходило в нескольких других близлежащих селах, где в общей сложности проживало около 400 греческих семей. Сначала местные греки думали, что депортируют только граждан иностранного государства, и эта участь их не постигнет. В этом их пытались убедить некоторые местные чиновники, но обещания оказались ложными. Пришли вооруженные люди, солдаты, стали выселять людей, ну, то есть забирать наше село на склоне и по этой лошадиной тропе вниз к селу Акаба стали сопровождать людей. И я, конечно, из любопытства детского побежал ближе к роднику, где шла дорога к другим селам. И то, что я увидел впервые, это моя тетя, родная сестра моего отца, которая вышла замуж за иностранно подданного. Я их всех помню. И дедушка мой настолько был противником того, что вот эти вот там, значит, греческими этими подданными паспортами, он даже перестал разговаривать с своей дочкой за то, что она вышла замуж за иностранно подданного. Долго не разговаривали. Короче говоря, я увидел бабушку моей двоюродной сестренки, 80-летняя старая женщина, которая несла какие-то два предмета в руках, по-моему, там чугунок с чем-то, знаете, деревенская, тогда очень скудная была посуда. И она вела, да, моя сестренка 7-летняя держала ее за подол, и шли они по этой дороге. Но что я в этом хочу сказать интересного? Их конвоировал красноармеец с 2-метровым штыком на изготовку и вел их мимо нашего родника сельского. Это меня, мальчика, поразило, поскольку какая могла быть опасность, что эту старую женщину надо было вот так вот конвоировать с моей двоюродной сестренкой.
В книге собраны свидетельства 22 детей и 9 внуков репрессированных жителей Абхазии. Все они позволяют читателю почувствовать ужасы пережитого репрессированными и их близкими. Настоящее издание – подлинная история людей, столкнувшихся с жестокостью государственной машины, и посвящается памяти жертв политических репрессий. Книга издана при финансовой поддержке благотворительного фонда «Амшра». В скором времени издание поступит в книжные магазины Сухума. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.